На прошедшей неделе пятиклассница Раяна Азимбаева приняла участие в президентской елке. Для маленькой жительницы приграничного села Карабак это мероприятие стало отличным завершением уходящего года. Раяна с удовольствием рассказывает, как прошел праздник. Я ездила в нашу столицу, где участвовала в президентской елке. Президент всем нам сделал подарки. Для нас подготовили концертную программу и организовали игры. Я благодарна учителям, которые оценили мои старания. Еще я хочу сказать спасибо президенту за то, что всем нам построили новые дома. В 2021 году семью Раяны постигло горе. Во время приграничного конфликта погиб ее отец. Учителя оказывают девочке всяческую поддержку. Раяна же примерная ученица. Она смотрит с надеждой в будущее и старается все делать на отлично. Она активно участвует в общественной жизни. Талантливая девочка, поет и танцует, и в учебе показывает хорошие достижения. Раяна потеряла отца во время конфликта на кыргызско-таджикской границе, и мы всем коллективом школы приняли решение отправить ее на президентскую елку. Школа имени Нарматова в селе Карабак, где учится Раяна, тоже пострадала во время этого пограничного конфликта. В здание попал снаряд, который спровоцировал пожар. По поручению главы государства для учебного заведения построили новое здание с комфортными условиями для обучения. Это здание отвечает всем современным требованиям. Предусмотрена каждая мелочь, всюду чисто и комфортно. Появилась возможность для отдельных кабинетов для математики, технологий, физики, кыргызского языка, русской литературы и других. Школа рассчитана на 150 учеников, дети обучаются в 2 смены. Отметим, что на строительство 46 социальных объектов в Баткенской области в этом году из госбюджета было выделено 427 миллионов сомов. Уже полноценно функционируют 32 учреждения образования, 2 учреждения здравоохранения, 2 учреждения культуры и 6 объектов водоснабжения. Мадина Низамова, Адыл Оразалиев и Ният Эргешева, ЛТР, Баткенская область.